Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Смотрите в программе. Трагедия в Крыму, массовое убийство в Керченском колледже. Все последние события. Безопасность на воде. ГИМС и МЧС выезжали с проверкой в речпорт. Репортаж нашего корреспондента. Дорожный пристав, налоговики, ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд в Якутске. Кого тормозили? В добрый путь Илтумен дал добро на утверждение вице-премьеров и ключевых министров правительства республики. Осенний призыв повсеместно провожают новобранцев на службу. Сюжет из Ленска. Юбилейный год для творчества в Национальной библиотеке Якутии презентовали детские книги Дмитрия Наумова. Автор представил 4 издания. Число погибших в Керченском колледже увеличилось до 21 человека. Собеседник ТАСС в медслужбах заявил, что умерла одна из пострадавших. Среди жертв 5 преподавателей и 14 студентов. Многие из них несовершеннолетние. Погибшие были застрелены, пострадавшие же в основном получили минно-взрывные травмы. В больницах, по данным, находится 44 раненых, из них 7 в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что 5 пострадавших впали в кому, позже некоторые из них стали приходить в себя. Их начали эвакуировать для прохождения лечения в другие города, в том числе в Москву. В Крыму объявили 3-дневный траур. Страшная трагедия потрясла всю страну. Вместе с жителями Керчь скорбит и Якутия. На площади Победы в столице республики у монумента города-героя Керчь все желающие могли также почтить память погибших, зажечь свечи и возложить цветы. Минутой молчания почтили память погибших и в постоянном представительстве Якутии в столице страны. В распоряжении нашего телеканала оказалась видеозапись того, как вероятный массовый убийца Росляков в Керчи покупает оружие. Произошедшая трагедия многих заставила задуматься о том, допустим ли столь молодой возраст, чтобы официально пользоваться огнестрелом. Внесение изменений в законодательство, направленное на повышение возраста, с которого можно получить разрешение на приобретение охотничьего оружия, обсудят в Совете Федерации. Об этом телеканалу «Якутия-24» заявила сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Я считаю, что, во-первых, 18 лет он только у нас, извиняюсь, за пределы 18 вышел, был ребенком, и сразу ребенку фактически дали оружие. У нас заканчивают высшие учебные заведения где-то 22-23 года, ну вот так вот. И поэтому, если мы говорим о том, что необходимо повысить возраст на продажу алкогольных напитков, а почему мы не говорим о том, что оружие нужно, извиняюсь, в 18 лет или в 16 лет продавать? Я считаю, что неподготовленные ребята. Я понимаю, что у нас сейчас армия контрактная, но даже у нас ребята и в армии-то не были. Предполагается, да, что Росляков действовал один. Ему 18 лет, и он также был студентом этого политехнического колледжа. Известно, что после содеянного он совершил суицид. А что вообще о нем говорят, Влад, как его характеризовали в колледже? По данным «Коммерсанта», он ходил из кабинета в кабинет. Это я говорю о том, что происходило в здании в момент трагедии. Сначала пишут, что забрасывая в помещение самодельную гранату, затем заходя внутрь и расстреливая людей из помпового ружья «Бекас». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, о наличии сообщников Рослякова пока ничего не известно. А когда именно он получил разрешение на оружие, об этом что-нибудь известно? Да, об этом тоже пишут. Судя по всему, он готовил нападение около 2 месяцев, пишет пресса. В августе Рослякову исполнилось всего лишь 18 лет, после чего он едва ли не сразу начал оформлять документы на получение лицензии на охотничье оружие, рассказал источник «Коммерсанта», близкий к следствию.
В сентябре лицензия им была получена, после чего парень за 30 тысяч рублей купил БКАС 12-го калибра и 250 к нему патронов. Из них около 150 он принес с собой в колледж. Об этом рассказал глава Крыма Аксенов. Чиновник подтвердил, что Росляков приобрел оружие на законных основаниях. А вот что касается мотива преступника, Анастасия, озвучь, пожалуйста, какие строятся версии на этот счет, что известно к этому часу. Ну, к этому часу известно, что мотив Рослякова пока неизвестен. Возможно, это конфликт с кем-то из колледжа. По словам главы Крыма, молодого человека там характеризовали положительно. Он по успеваемости был нормальный и получал стипендию. А «Коммерсант» пишет, что Росляков считался тихим, учился на тройке и четверке. Источник издания утверждает, что он мог устроить нападение из-за конфликта с другими студентами или учителями. Мы обратились за комментариями к известному психиатру-криминалисту Михаилу Виноградову о том, какими могли быть мотивы стрелка. Давайте послушаем, что он рассказал нашему телеканалу. Мотивы у этого молодого человека были болезненные. Я не буду детализировать, пока нет общих сведений, но, по моему мнению, он болен психически давно. А диагноз, все остальное, это уже пусть рассказывают официальные люди. О том, что сейчас происходит в Керчи, на полуострове и вообще о настроениях людей нашему телеканалу рассказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Кавитиди. Эта трагедия очень сплотила всех крымчан, и с первых минут, как только узнали о том, что это произошло, сразу выехал глава республики. Он там находится постоянно, создан оперативный штаб, он встречается с людьми, успокаивает в больнице с родственниками, особенно уделяется особое внимание сегодня родителям погибших ребят. И все крымчане, ну, каждый пытается как-то помочь. И сегодня даже уже вот пытаемся каким-то образом пытаемся немножко вот эту ситуацию изолировать, потому что, ну, буквально весь Крым бросился помогать сегодня керчанам. Вот. Но люди плачут на улице, приносят цветы, приносят игрушки, горят свечи. Ну, это траур, это больно, это... Добавим, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей из бюджета Крыма, семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей. Власти региона рассчитывают на то, что семьи погибших получат также компенсации из федерального бюджета. Переходим к другим новостям. На поиски пропавшей женщины в Тампонском районе Якутии направили водолазов службы спасения. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике. Напомню, что 16 октября на реке Алдан опрокинулась моторная лодка. В результате 3 человек погибли, 1 женщина пропала без вести. Поиски пока не дали результатов. Поиски пропавшей без вести продолжаются силами жителей села Крыскаджай, малопожарной части села Крыскаджай. Задействовано 10 человек, 2 моторных лодки. По состоянию на 10 часов поступила информация со службы спасения города Якутска, что в наш район выезжает группа в составе 3 человек, которые будут базироваться в селе Миган-Алдан для осуществления поиска пропавшей без вести. Поступила информация со службы спасения города Якутска о том, что в Тампонский район выезжает группа в составе 3 человек, 2 водолазов, которые будут базироваться в селе Миган-Алдан. Содействие также оказывает группа ГИМС Тампонского района, которая осуществляет контроль за безопасностью при работах по поиску пропавшей без вести. К несчастью, по данным с начала года на водоемах Якутии подобных происшествий случилось 80, погибли 77 человек, десятки пропали без вести. Какая работа ведется по республике по профилактике вот таких случаев? Наши корреспонденты подготовили сюжет. Анастасия. Да, такая работа проводится, ее стараются проводить часто.
Например, сегодня с этой целью сотрудники ГИМС и МЧС и администрация города выехала с рейдом в речь-порт столицы. Репортаж Дмитрия Тымырова. Движение маломерных судов, охотников, рыбаков, простых горожан под запретом с 10 октября. Несмотря на это, нарушения фиксируют постоянно. Контрольно-профилактические группы занимаются мониторингом состояния дисциплины на водных объектах. И инспекторские подразделения проводят профилактику и в случае выявления нарушения составляют административный материал. С начала года в водоемах Якутии зафиксировали 80 происшествий. 77 человек погибли, еще 22 пропали без вести. К сожалению, после официального закрытия навигации для маломерных судов, использованных в некоммерческих целях, зафиксированы несанкционированные выходы маломерных судов с гибелью и пропажей людей. Это в Усть-Алданском районе, в Нижнеколымском и в Тампонском районе. Информационно-разъяснительная беседа не только с водителями маломерных судов, но и пассажирами. Им в очередной раз напомнили о правилах безопасности на воде. Выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений, установленных органом государственной власти Республики Саха-Якутия или органом местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 до миллиона рублей. Суда, которые курсируют с речного порта Якутска, перевозят пассажиров до открытия ледовых переправ. По сегодняшний день ходит 16 судов, глиссирующих катеров скоростных на территории Якутска, Нижнебестях. По погоде мы спустим воздушные подушки, у нас готовы. 20 единиц будет курсировать. Сегодня в ходе рейда нарушений не было выявлено, но инспектора ГИМС будут проводить подобные мероприятия вплоть до открытия ледовых переправ. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. В Госсобрании Илтумен утвердили кандидатуры ключевых руководителей в правительстве республики. Народные депутаты дали согласие на назначение Владимира Солодова председателем правительства Якутии. Также согласовали назначение 2 первых зампредов, 3 просто вице-премьеров, 5 министров и 2 мировых судей. По утвержденным кандидатурам будет подписан соответствующий указ главы республики Айсена Николаева. Кроме того, народные депутаты рассмотрели проект трехлетнего бюджета региона. Работа 2-го очередного заседания парламента продолжится завтра. В числе важных вопросов повестки – установление величины прожиточного минимума пенсионера. Все кандидатуры поддержаны. Я оцениваю это не только как доверие к моему выбору этих людей, но также и очень большую ответственность, которая сейчас возлагается на правительство, на утвержденных сегодня членов правительства перед всем народом нашей республики. Наша цель одна, мы должны вместе, и правительство, и парламент республики, глава республики, все должны работать на то, чтобы достичь хорошего результата, для того, чтобы люди в нашей республике жили богато, жили счастливо. Владимир Викторович Солодов, как уже сегодня представляли, имеет большой опыт работы по защите интересов дальневосточников на федеральном уровне. И считаю, что понимание масштаба фигуры, внесенные кандидатуры, позволили сегодня Государственному собранию Илтумен достаточно высоком, большом количестве, высоким уровнем доверия проголосовать и дать согласие главе Республики Саха-Якутия на назначение. В Мирном завершили реконструкцию городского сквера у памятника алмазной трубки «Мир». За 48 лет со дня открытия монумента его комплексное благоустройство провели впервые. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в марте этого года прошло рейтинговое голосование, по итогам которого один из 5 объектов мирнинцы выбрали памятник первооткрывателям алмазной трубки. Новый сквер оснастили усиленным освещением в виде декоративных фонарей, а также пандусами для маломобильного населения. Работы выполнены, вы уже сейчас видите. На сегодняшний день выполнено практически 100% строительно-монтажных работ. Осталось привести и установить малые формы, но это будет в ноябре месяце. Договор заканчивается 20 ноября текущего года. Здесь будет посажена трава многолетняя
и высаженные однолетние цветы. Я здесь живу 30 лет. Как закончила Якутский университет, геологом работала 30 лет. И мы сегодня, вот, реконструкция памятника первооткрывателям рады, вот, очень хорошо сделано. И город каждый год у нас улучшается, зелени много. Приезжайте к нам в гости. Сейчас реклама меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Дорожный пристав, налоговики, ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд в Якутске. Кого тормозили? Мама-предприниматель запустили проект в помощи безработным матерям с несовершеннолетними детьми и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми. Осенний призыв повсеместно провожают новобранцев на службу. Сюжет из Ленска. И юбилейный год для творчества. В Национальной библиотеке презентовали детские книги Дмитрия Наумова. Автор представил читателям 4 издания. Якутия-24 в прямом эфире. Это «Итоги дня». Мы продолжаем выпуск. Налоговая служба совместно с судебными приставами и ГИБДД Якутск провели сегодня совместный рейд. Работу вели по взысканию административных штрафов, в том числе за вождение в нетрезвом виде и уклонение от уплаты алиментов и налогов. Сюжет нашего корреспондента Кристины Якуповой. На проверку задолженности уходит буквально пару минут. Сотрудники ГИБДД останавливают машину, судебные приставы сразу же находят водителя по базе. Вооружившись компьютером и электронной базой данных, приставы мгновенно получают всю информацию о должниках. С помощью аппаратно-программного комплекса устанавливаем должников по гостомеру автотранспортного средства. Программа сразу фиксирует, если есть задолженность, тут сразу отражается на компьютере. В основном задолженность по линии ГАИ и в пользу налоговой службы. Получается, один 8 декабря 2017 года, а другой 25 мая 2017 года. Оба в виде фиксации. Судебные приставы имеют право взыскать задолженность в принудительном порядке. По закону оплатить штраф можно на месте. В худшем случае арестуют имущество. Если задолженность превышает сумму более 3000 рублей, можем изъять автотранспортное средство. Коммунальные платежи, налоги, алименты, задолженности разные. По результатам прошлого рейда из 18 должников заплатили налоговую задолженность в размере 130 тысяч рублей. Вообще по имущественным налогам, это налог на имущество, земельный налог и транспортный налог, граждане Республики Саха-Якутия имеют более 800 миллионов рублей задолженности. Эффект от совместных рейдов приставов и автоинспекторов максимальный. К сожалению, не все должники готовы добровольно гасить задолженность. Только за прошлую неделю приставы арестовали 18 автомобилей. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. 10 объектов торговли и общественного питания закрыли, от работы отстранили 93 человека, 81 партию продовольствия сняли с реализации. Таковы результаты проверок Роспотребнадзора за третий квартал этого года. За это время сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике провели 530 контрольно-надзорных мероприятий. В столице республики обсуждают вопросы соблюдения прав несовершеннолетних и семей с детьми. В мероприятии принимает участие заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте России Елена Новосельцева. Она отметила, что субъекты России, в том числе Якутия, активно работают в сфере защиты детства. Кроме того, в рамках этого мероприятия провели видеоконференцию со специалистами из Саратова и Москвы. Они провели обучающий семинар на тему «Актуальные аспекты деятельности уполномоченных по правам ребенка». Само наше мероприятие – это
мероприятие, посвященное вопросам взаимодействия уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть в любом случае это то мероприятие и круглый стол, он привел нас не только к вопросам взаимодействия, он нас привел к тем проблемным вопросам, которые есть в сфере защиты детства, к тому, чего не хватает, может быть, на федеральном законодательстве. Помочь безработным матерям с несовершеннолетними детьми и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми – цель проекта «Мама-предприниматель». В Якутске сегодня стартовал образовательный проект по поддержке предпринимательства. Лана Ильина расскажет подробнее. У работающих людей, большинство у нас работающие люди, у них мало времени, чтобы возить ребенка на всякие кружки, дополнительные занятия, даже в школу и в садик. У некоторых бывают трудности. Поэтому я решила заняться этим. Идеи у мам взяты из жизни. Как говорится, спрос рождает предложение. Как правильно составить бизнес-стратегию? Как не прогореть? Мамам в декрете помогут стать мамами-предпринимателями. 5 дней обучает их бизнес-школа, которые очень опытные наставники, бизнес-тренеры, которые рассказывают их все тонкости предпринимательской деятельности. Это и налоговое обложение, и все, какие риски они могут, с открытием нового бизнеса получить, и перспективы. Проект проводился в прошлом году в 20 регионах России. В 2018-м охватит 50 субъектов. Якутск участвует впервые. Заключительный этап – конкурс бизнес-проектов. Жюри оценивает экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Фотокафе, пошив национальной одежды для новорожденных, салон красоты на селе и даже продажа авторских песен. Это далеко не весь перечень идей для бизнеса. Всего участниц проекта 30. Победительнице достанется грант 100 тысяч рублей на развитие бизнеса. Организаторы говорят, женщины в Якутске проявили большую социальную активность, подали 130 заявок. Это абсолютный рекорд среди российских регионов. Жаль, приехать смогли мамы только из близлежащих улусов. Лана Ильина, Владимир Павлов, Якутск. 5 призывников из Ленска пополнили ряды российской армии. Напомню, что осенний призыв начался 1 октября. Пока повестку получили 22 жителя Ленского района. На проводах будущих защитников Отечества побывал наш коллега Вячеслав Пилипенко. Родственники и друзья волнуются не меньше тех, из-за кого пришли в военкомат. Для всех присутствующих это особенный день, но ребятам, конечно, тревожнее. Впереди служба в армии. Они станут первыми солдатами осеннего призыва 2018 года. Первая отправка, 5 человек. Планируем отправить по наряду 40 человек. Сейчас они убудут сегодня на сборный пункт военного комиссариата республики. Там будет проходить субъектовая призывная комиссия и медицинское освидетельствование. И там будет окончательно решено вопрос о призыве молодых людей. Уже по традиции будущих солдат провожают представители районного комитета по молодежной и семейной политике. Они пришли не с пустыми руками. В пакетах все необходимое для первых дней службы. Комитет по молодежной и семейной политике Ленского района каждый сезон дарит сувенирчики, наборы первой необходимости, которые очень нужны и важны призывникам. Например, в эти наборы входит хозяйственное мыло, обычное банное мыло, шампунь. Впереди пока неизвестный армейский путь. После распределительного пункта в Якутске ребята разъедутся в разные регионы страны служить в разных войсках. Увидеться и поделиться впечатлениями о службе они смогут только через год, когда вернутся в Ленский военкомат с чувством выполненного долга и жизненным опытом, необходимым каждому мужчине. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Национальной библиотеке презентовали детские книги Дмитрия Наумова. Сегодня автор представил перед читателями 4 издания, вышедшие в этом году. Подробнее Анастасия Данилова. Дмитрий Наумов является одним из самых широко читаемых и известных якутских писателей. Свою первую книгу он написал в возрасте 55 лет. По его утверждению, человек может стать писателем в любом возрасте. Главное, чтобы это было по зову души. Первая книга моя, «Деревенька моя», вышла моему 55-летию. А мне сегодня 70, и у меня 10
14 книг. Вот так. Юбилейный год для творчества Дмитрия Наумова богат и плодотворен. В 2018 году из-под пера писателя вышли в свет сразу 4 книги. «Керемес», «Сказка о полевом цветке Сардани», «Богатырь Аял Лазарев» и «Северное сияние». Дмитрий Федосеевич заказал рисунки моей маме, но как-то вот так получилось, что рисунки попали, вот текст попал ко мне, и меня это очень вдохновило, потому что в этот момент я была в ожидании малыша, и тут как раз детская сказка и про девочку Сардану, и прям как раз все это так совпало, что я была очень сильно вдохновлена и с удовольствием нарисовала. На основе драматических произведений поставлены спектакли на сцене Саха-театра, сняты фильмы. Так и по сказке о красивом цветке Сардани, который украшает луга Амгинской земли, был поставлен первый детский мюзикл. К слову, любое произведение автора находит отклик в сердцах читателей любого возраста. Рекомендую всем, у кого есть маленькие дети, книги автора Дмитрия Наумова. Как и всякая сказка, эти книги учат нас, маленьких детей, добру, учат бережному отношению к природе, учат смотреть на мир глазами волшебников, которые делают мир добрее. Дмитрий Федосеевич поделился, что когда писал драматургические произведения, он вдохновлялся послевоенным временем. Печатая же детские сказки о цветке Сардани и Дюкябеле, он думал о своих внуке и внучке. Анастасия Данилова, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы были итоги дня. Мы продолжаем следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь на телеканале Якутия 24 и будьте всегда в курсе.